Дорогие товарищи, друзья, я рад всех вас видеть. Но время уже подошло, надо начинать. Придет попозже, свободные места имеются. Я хотел сказать, что время течет, как говорится, приходит, каждый год отмечается дни рождения, юбилеи. И чем старше становится, тем меньше желания отмечать даты, круглые даты, и так далее. Но есть традиции, и уже не от меня все это зависит. И все хотят, требуют отмечания таких дат, и никуда от этого не денется. И вот поэтому, несмотря ни на что, я решил собрать вот за этим столом своих самых близких друзей, родственников, товарищей. Я просто хочу сказать, что Рогожты сегодня мы празднуем действительно славный юбилей, 70 лет, из них почти 53 я знаком с ним. И да выключите его телефон. Я хочу добавить, что этого замечательного человека, прекрасного отца, замечательного дедушку, я приветствую и от имени всех родных и близких говорю, всех нолито, как говорят в народе. Нолито, взяли и выпили за его здоровье. Ну что, Жугашты, так же как Жумабека, я впервые, значит, встретился с ними в 1961 году, в сентябре месяце. Ну, в общем-то, более близко узнал их через год, когда мы ходили вместе на концерт поэмы о Казахстане, где Роза Багланова дала петуха. Я это запомнил. А дирижировал Фуат Мансуров. В общем, было много впечатлений, конечно, больше положительных. Ну так, всяко, конечно, бывало. Но тем не менее, вот как-то мы держимся друг друга. И это нам помогает жить, если можно так выразиться. Так, ну, в общем-то, Жугашты я давно знаю, он еще когда я уезжал в город Куйбышев на некоторое время, еще сыновей у него не было, потом приехал уже, появился один, потом второй, а теперь уже у него и внуки есть, и, надеюсь, будут еще, просто в этом смысле младший немножко дает слабину, в том смысле, что... Прекрасно. Ну, это, я думаю, Жугашты проведет с ним работу. И все пойдет в нужном русле. То есть, наверное, дождемся, когда и правнуки появятся, надеюсь. Ну, конечно, обязательно. Будем надеяться. Да. Как сказал один наш знакомый, долголетие Джамбула и мудрость Яна. Очень важно для нас попасть на этот юбилей. Это очень красивый юбилей. Мы очень гордимся, и мы очень любим семью, с которой мы породнились. Потому что я очень волновался, когда Саша был еще не женат. Я очень волновался, как у него будет там дальше складываться жизнь. Но когда я познакомился с Джамалом, я полностью успокоился. Но я вообще, у меня появилось абсолютно полное спокойствие, когда я познакомился с семьей. И сегодня вот мы с большим удовольствием с Леной, с Надей, новая семья
Джамал и Саша, маленький Мирослав пришли все сюда, чтобы поздравить нашего Аксакала. Ну, с хорошей датой. Ну, конечно, еще слабенькая дата. Мы еще будем бороться за сильные даты. Александр Александрович, дожить надо, дожить надо. Нет, ну, Попробуй не дожить. да, попробуйте теперь не дожить, потому что все уже смотрят на вас с ожиданием, потому что вот такое устроить нам удовольствие. Ну, если серьезно, то я хочу пожелать вам огромного здоровья, спокойствия, исполнения желаний, ну и всего, что составляет наше счастье. А счастье вот вырастить 2 сыновей, слава Богу, 2 внука уже есть, и это, как говорится, только начало. Ну и, в общем, хорошего продолжения, а надеюсь на скорую встречу на следующем юбилее. Ура! Благодарю за Друзья, действительно мы, вообще-то, честно говоря, сегодняшний день нами с Жакем выстраданный такой, потому что мы готовились, и наши планы несколько раз менялось благодаря каким-то не очень умным людям, не очень умным деятелям, поэтому я приношу извинения. А так с Жакем всегда именно 24-го проводил свой день рождения. А мы 24-го с ним здесь, именно здесь. Мы сейчас, вот именно как раз вот 10 лет назад, 60-летие, здесь как раз бурно. Я был тогда очень хорошо выпивший руководитель. А сегодня я решил действительно попробовать быть европейцем, мало пить, много говорить, или побольше молчать. Вообще, Жакем, я тоже 36 лет знаком в Москве, когда я приехал в 76 году, уже осенью, я познакомился в аэровокзале, и знакомство происходило, там сидели действительно настоящие казахи, Марат Ауозов, Сатымжан Санбаев, покойный уже, вот я с Сатымжаном пришел, а там Мурат Ауозов, еще несколько таких людей, а еще родственница Жакем, он тоже пришел провожать. И вот мы в аэровокзале познакомились, потом какое-то время затерялись, а потом мы вместе, вот последние 20 с лишним лет, мы вместе, общество казах-тылы, мы стараемся что-то делать, что в наших силах. Жакем очень прекрасно организовывал несколько лет назад, когда немощные возглавляли наше общество, Жакем всю тяжесть взял на свою, он прекрасно корейцами, уйгурами, немцами проводил очень прекрасные вечера. Сейчас мы только этими воспоминаниями живем, потому что сейчас у нас где-то превратилось наше общество какого-то землячества, а не московское общество. Поэтому я очень, этот сегодняшний день, вот сегодняшний день вот именно напоминает наши большие праздники, когда действительно здесь и родственные, общие, многонациональные родственные связи у нас уже, вот как перемешалось, да, и плюс ко всему, и друзья его очень разные. И вот я счастлив, что среди них я. Поэтому, ребят, давайте действительно то, что Юра как раз несколько лет назад услышал у меня, потому что казахи говорят, возраст Джамбула и ум Абая. У него, между прочим, я хочу сказать, действительно, у Жакем, он кандидат наук, плюс он шахматист, один из лучших шахматистов вообще Москвы. Это тоже прекрасно. Поэтому, а шахмат кто играет? Только военачальники китайцы. Наши далекие родственники. Поэтому, Жаке, я желаю тебе здоровья, действительно, не только 100, я еще дальше Джамбула, я хочу с тобой вообще дольше, и ты живи, пока мне будет 100.
наших как-то мыслях, а нас их много очень. Поздравляю тебя, все-таки. Самое главное, конечно, здоровье. А в принципе желаю благополучия, удачи тебе, детям и внукам. Так что давай, за тебя, чтобы у тебя все дальше, в дальнейшей жизни было все хорошо. За тебя живу, а ты мне Чем больше пьешь, тем длиннее руки становятся. Бала, алып кел мында. Очень хорош тем, что он собирает самых близких друзей, самых искренних и самых добрых. И мы приехали, вот Саулеша из Алматы, я приехала из Анталии, в настоящее время там живу, потому что мы хотели поддержать нашего брата, сказать о том, как мы его любим, как мы любим его мальчишек, которые, вот посмотрите, какие красавцы здесь. Мамочка здесь рядышком наша, это нашей сестры Заурия, дочка. И вообще у нас очень большая семья, у нас было 6 детей, к сожалению, старшего брата Сагена нет. И вот мы остались 5, мы стараемся держаться вот так вместе. Ну, к сожалению, Жамалочкина мама не смогла приехать по определенным обстоятельствам. Ну и старший брат наш Марат ухаживает за ней. Я хочу пожелать своему брату здоровья. Это самое главное в нашей жизни, это здоровье. Ну, есть такое слово, что здоровье не купишь. Ну, здоровье, если денег нет, тоже не удержишь. Поэтому благополучие, чтобы дети выросли добрыми, понимающими людьми, внимательными, чтобы они переняли вот то лучшее, что есть у нашего Жени. Это порядочность, это доброжелательность, это жизнелюбие. И самое главное, это настойчивость, настойчивость, с которой он идет по жизни и добивается всего, что он хочет. Но, к сожалению, наверное, не все смогли приехать, и мы вот с сестрой, так сказать, своим широким плечом пытаемся помогать. К сожалению, не все родственники, которые здесь в Москве, здесь тоже есть внуки, они не смогли подойти, потому что немножко приболели. И вы не смогли их увидеть, наших красивых Тимура и Диночку. Они очень умные дети, ну, все время они говорят, мы ваташку, мы ваташку. Дедушка очень, для них это пример по жизни. И долго не буду говорить, хочу сказать, очень рада видеть Жениных друзей. Кого-то еще видела в студенческие годы, я совсем маленькая была, кого-то уже попозже, с кем-то познакомилась сегодня. И будьте всегда рядом долгие годы, живите дружно, общайтесь. И самое главное, чтобы нашего Женечку не оставляли одного. Пожалуйста, это наша просьба, чтобы было ему не одиноко. Да, хотя он в Москве ему уже роднее, чем в Казахстане. Не разрешает нам. Ну, молодые, у них своя жизнь. А вот друзья, это есть друзья. Это самое главное. Здоровья вам. Будьте богаты, будьте дружны, живите долго. Вот, и живите вместе. Самое главное в нашей жизни – это друзья. За вас. Дорогой Жакен, уважаемые присутствующие гости, родственники, сегодня действительно необычный день. Сегодня юбилей нашего дорогого Жакена, человека удивительного со всех сторон. Я скажу, что мы с ним немножко меньше знакомы, чем здесь выступающие говорили, но из этих 70 лет, почти 20 лет мы знакомы. И это знакомство произошло как раз на фоне заботы о своих детях. Жакен, когда Сакен подошел после школы к тому периоду, когда надо поступать,
учебное заведение. Он обошел все элитные вузы Москвы. Посмотрел, что говорится на зуб. Какой вуз можно выбрать, на каком можно остановиться. И, наконец, дошел до Российского университета дружбы народов. Ходит по этажам и думает, кто же здесь из моих многочисленных знакомых сидит в каком кабинете. И вы знаете, он нашел такой кабинет. Он нашел, идет и смотрит, написано. Декан факультета гуманитарных и социальных наук, профессор Кирабаев Нур Серикович. Он остановился, открыл дверь, зашел. С тех пор они самые близкие друзья. Также и таким же образом я познакомился. Только Сакена привел, Жаке, мы его определили, и звонит мне Нур Серикович. Владимир Владимирович, зайдите ко мне. Я зашел. Я в тот период был председателем предметной комиссии как раз по истории. Я зашел и вот познакомился с Жакем. Тоже около 20 лет. И с тех пор мы тоже с ним дружим, как, можно сказать, родные братья. Но Жакена нельзя не любить. Вот сегодня здесь говорили, но говорили тезисно. О нем можно писать книги, повести, романы, о его высокой интеллектуальности, о его дружбе, которую он не теряет, о поддержке своих родственников всех, да и всех нас. Мы знаем, что Жаке это действительно по-настоящему, он истинный казахский интеллигент, он истинный российский интеллигент, он дважды интеллигент. Аплодируем ему. И я бы еще хотел добавить, что он очень прекрасный отец, это все знают. Великолепный отец. Он передал своим детям не только кровь, он передал им глубокую порядочность, интеллигентность. Он, наконец, передал им внутренний мир. А внутренний мир, мы знаем, он значительно шире, больше, чем мир снаружи нас. И сколько мы его знаем, Жаке именно заменил своим детям и папу, и маму, и, надо сказать, не только заменил, но самые лучшие качества он привил своим детям. Это ли не благородство, это ли не усилие, это ли не самое главное в жизни, можно уже сказать, он сделал. Что касается других качеств, конечно, у него очень высокие качества, великолепный Жаке. И вы должны, и мы гордимся с вами вашими качествами. Это порядочность, это интеллигентность, это самое лучшее качество, которое есть у человека. Если даже 1/10 того, что у Жаке есть, да, это человек счастливый. Мы здесь были 10 лет назад, но эти 10 лет пробежали как 1 минута. Я имел счастье здесь также находиться на юбилее, который проходил в этом прекрасном зале, с таким же прекрасным дастарханом, как сегодня. И мы только чуть-чуть постарели, я считаю, да, но Жаке помолодел. Я вот сейчас вот сравниваю, какой он был тогда и сейчас. Правда, Жаке, вы стали моложе, мудрее и во всех отношениях красивее. И я думаю, что у вас очень большое будущее еще впереди. Да. Да не иссякнет ваше творческое долголетие, да не иссякнет любовь наша к вам. Мы все здесь, которые собрались, ваши друзья, родственники, мы вас очень любим. Вы это знаете, конечно, но не до такой глубины, потому что мы по-настоящему вас любим вообще. Любим мужской дружбой. И вы заслуживаете самых больших похвал. Я, завершая, хочу сказать, дорогой Жаке, пусть у вас всегда будет дорога устлана розами. Пусть ваша дорога будет ясна и светла. Пусть она будет богатая, а дастархан не иссякнет, ну хотя бы 1/5 того, что мы сейчас видим. Доброго путь в следующее десятилетие. Жаке, вы
сидите во главе стола, а рядом с вами ваши самые близкие друзья. И самые близкие родственники – это ваши дети и ваши родные сестры. Что может быть лучше? В таком как бы в день юбилея рядом с вами самые близкие друзья. И у вас масса близкие родственники. И рядом с вами ваши друзья. Вы счастливый человек. И свое счастье вы всем нам дарите. И мы, находясь с вами, тоже испытываем вот эти вот разные приятные чувства, которые нас одолевают. Мне хочется вам пожелать здоровья не только на 10 лет вперед, а на 1000 лет вперед, чтобы вы жили со своей неиссякаемой юношеской энергией и юношеским задором, и которым вы нас задором заражали. Счастья вам, благополучия в вашей семье, чтобы у вас было много-много внуков, чтобы вот ваш род пошел далеко-далеко и всю Москву заселил. А теперь, если вы не возражаете, я ваши, так сказать, может мне не получится, но я очень хочу постараться. Я вам спою очень такой романс, который я сама люблю. Вот не знаю, как инструмент работает у нас или нет, но я могу и без инструмента. День и ночь роняет сердце ласку, день и ночь кружится голова, день и ночь волною сказкой мне звучат твои слова. Только раз бывает в жизни встреча, только раз судьбою рвется нить, только раз огонь мой вечер мне так хочется любить. А тут я спою, а ты что-то волнуешься. Ура! Ең бірінші мен сені құттықтаймын, туған күніңмен 70 жас 7 жастай ғой. Сен бүгін баласың, жаңадан туғансың. Я ему говорю, что ты как 70 лет, как 7 лет. Ты такой же молодой, как пацан, что ты в 7-летнем возрасте. Дай Бог тебе счастья, дай Бог. Вот сыновья твои выросли, сыновья твои один вот уже имеет для тебя внуков. Второй, чтобы быстрее внуков тебе родил, как можно больше, обошел старшего брата. Я очень хочу, чтобы вы все были счастливы, чтобы в вашем небе всегда было безоблачное небо, чтобы все было прекрасно. Я очень желаю, чтобы в этом году господин Саке принес тебе, не в этом году, во всяком случае, привез невесту, чтобы в этом году мы смогли отпраздновать свадьбу, на следующий год уже появились дети. Вот так. Ну, как быстро делается. Да, это делается быстро. Это быстро делается. Что ты спроси? Спроси, Саша. Ерлан, аламыз ба? Ал, давай. Жарайды. За это выпьем. За то, чтобы все в нашей жизни было прекрасно. Я буду у тебя. Вот такое знаменательное событие, можно сказать, для всей диаспоры казахской, потому что вот один из лидеров вот, справляет юбилей. Вот, благодаря посольству у него юбилей растянулся на 3 дня, чуть-чуть больше. Я думаю, следующие будете на 3 дня больше жить теперь, 80 лет. Поэтому, ну вот, когда приехал 2 года назад, познакомились. Сначала Кайдар Ака был у нас, смотрящий, ну, Царство Небесное вслед. И вот он познакомил, потом вот великолепная 4 наша Аксакалов, ну, которые после него шли. Так, и вот объявите их 4. Вот Омар Ага, Амантай Ага, вот Ереке, ну и, соответственно, сам юбиляр. И вот в течение вот последних лет мы тесно общаемся.
Вот, благодаря вот им, можно сказать, я узнал очень много людей. И сегодня вот познакомился с близкими, родственниками, друзьями, вместе, кто согруппники, учились. И очень приятно, что вот такой широкий, разнообразный диапазон. Я думаю, это благодаря его качествам, и деловым, и человеческим, можно сказать. И я думаю, что у него родители были эмоциональные, добрые люди, потому что назвали его Джавкашты. Мне было интересно, что за Джавкашты. Ему, Что означает? Да, что означает. Потом Омар-ага разъяснил, это когда в 1943 году произошел перелом в Великой Отечественной войне. Ну, с радостью его как бы родился, когда Джаке вот назвали Джавкашты. То есть брак пошел, и перелом побежал, как говорится. Враг ушел. Враг ушел. Да. Джакен родился, сразу враг начал отступать. Жал это переводится, жал это враг. Это потому что вот действительно большая энергетика. А что это убежал? Враг убежал. И в переводе на узбекский, наоборот, с узбекского, Усман Качты. Его имя останется вот как бы все равно связано с войной. Вот сейчас было 70-летие битвы под Москвой, сейчас освобождение Киева, там, Минска, приближается вот победа 70-летия. Ленинград, вот, снятие. И вот, что поделаешь теперь? Будем ждать 80-летия победы. Главное, чтобы люди не забыли, и мы не забыли Джаке, чтобы он всегда был с нами рядом. И вот укреплял диаспору казахскую, дружбу между народами. И хочется пожелать его семье дальнейшего роста. И вот в связи с этим хотел вручить небольшой подарок. Давайте помогу. Этот подарок только генерал может поднять. Это символический подарок. Это Суньше. Враг побежал. Вот батыры делают баулы, сообщают эту радостную весть. Да. А Джавкашты, как раз очень много радостных событий. В Джаке родился еще один внук. Враг убежал, это здорово. Подарок надо закрепить в ныбе. Обязательно. Ну и предлагаю это дело закрепить. Ура! 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 Встать и выпить. Отлично. А куда денешь? Отлично. Вот талант. Рядом со мной, между прочим. Талантливым человеком. Ну, замечательно. Люблю я тебя. Не, я просто... Там на дошке не надо, не пей, не пей. Нет, ты не пей. Почему не пей? Ты что, тут у меня уже без противоречия начинает играть. Понимаешь, родственники, пожалуйста, закусывайте, потому что пьяных будет много сегодня. Можно я пока... Вот я представитель медицинской молодежи Москвы, молодежи, мне 53 года, но я себя молодой. Да. Москвы, Санкт-Петербурга, вот мы всю ночь сочиняли все стихи, но прежде чем их прочитать, закусывайте. Кто не закусывает, это неправильно. Тот не услышит. Я сначала хочу рассказать анекдот. Тут много говорили про внуков. Внуки — это вообще такое счастье. Вот я молодой дедушка, да? Ты поэму хочешь Да. читать? Нет, сначала я расскажу анекдот про внуков, чтобы все разрядились. К дедушке подходит внук и говорит: дедушка, у тебя, говорит, зубки есть? Нет, чук, ни одного. Правда? Правда. Ну покажи. Он: ну тогда подержи мой пряник, я сейчас приду. Ну, слава богу, Джавкашты зубы хорошие, но я сейчас прочитаю стихи.
Ну, если Но у я не него забудусь, вы меня поддержите. Толя, у него внуки прекрасные, они Да, никогда стихи не длинные. будут думать. Стихи длинные. Их раз-два мелким почерком 7 страниц, поэтому я иногда буду вырезать, да? Маловато. Вот начало. Промежуток надо выбивать, да, Толя? Через... Можно, да, можно начинать. Всем разрешается пить, есть, танцевать, хлопать, визжать, кричать и даже люстру качать. Тебя перебивать. Да. Не, меня не надо, но я громко буду говорить. Так Томысов Джаугашты, ты это или не ты? Вам сегодня 70. Мы не верим в это. 4 танкисты собака. Но получается, что... Мы мушкатеры. Теперь же мушкетеры. Я Д'Артаньян, конечно, остальные. Ну, наша дружба и дружба моих родителей с этим человеком, ну, до сих пор на хорошей ноте. Они, кстати, передают вам привет. Я им тоже звонила. И они все время спрашивают, как Жахия. Да, и как остальные все поживают. И всегда, когда они бывают в Москве, они в первую очередь, и они знают, что они в любое время суток могут прийти к нему. Вот в любое время суток, ночью, вечером, утром, неважно, с понедельника по пятницу, этот дом всегда открыт для друзей. Ну, да, ребята тоже знают, мы там тоже бываем, гостим, веселимся, радуемся. Спасибо вам. Как говорил Конфуций, вы подобно полярной звезде. Вот вы один, а все звезды вокруг вас вертятся. И пускай она так и продолжается для вас. Я вас люблю. Я вам желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни. И вот еще хочу передать сестрам, не волнуйтесь, мы его не бросим. Никуда он от нас не денется. Пока мы здесь, все с ним будет замечательно и хорошо. Спасибо вам за ваш вопрос. Они уходят, да? Я хочу вам сказать пару слов, уважаемые господа. Джаугашты Салимгереевича, все правильно, а спорить никто и не будет. Но, я хочу добавить, вот я лично могу трудную минуту, да, перекрыть матом 4, 5, 7 этажей. Но я в жизни от него не слышал. Вот это характерно, это говорит о его деликатности, о деликатности его натуры. И вообще прекраснейший человек. Ура! 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 Дай, пожалуйста, микрофон. Еще раз поздравляю вас. Для меня очень честь, что вы здесь пригласили. Благодаря вам тоже мы давно знаем вас. Оба, что-то вы зараз целовались. Мы гордимся, что есть такой человек, который и ученый, и всесторонне развитый. Сейчас в советское время раздал Советский Союз. Люди остались, они ушли, кто за границей, коммерческий начал. Такие говорят, такие наука, все, прогресс. Мы гордимся всем. Всего вам доброго, здоровья, самого. Спасибо. Еще мы гордимся, что не только всегда нас свои дети заряжают везде, танцы. Спасибо. Прочим, выделились лепешки. Так вот, ваши предки дали лепешку моим предкам, чтобы мы с вами встретились в конце концов в Москве. Но корни всего этого в 50-х, 60-х годах в Казахстане. Поэтому это тоже, что нас связывает, это Алма-Ата и алматинское прошлое, и, наверное, любовь к Москве. И просто чисто человеческая симпатия. Приятно быть хорошим человеком. Надеюсь, я буду еще в вашем обществе много-много-много лет. Спасибо. Вы молодцы.
Мы не выбираем родителей, мы не выбираем детей. Единственное, кого мы выбираем друзей. И вот тут, как выяснилось... Да, я все. Вот, уж не будем говорить, сколько мы вместе на фотографиях, все есть, какие мы были молодые, самые, конечно, воспоминания от Алматы и всего, чисто ван-гоговские всегда цвета, яркие, оранжевый, зеленый, яркий, голубой. Вот за это, вот за то. Самое лучшее, что у нас, это была наша молодость. Ой, бля. А вообще, Саша, ты всегда молодой. Ты всегда молодой. У тебя энергия великолепная вообще. Ой, оттуда как? Мы всегда. На Медео приедешь, такая энергия. Зарядишься? Зарядишься. Да, несколько лет. Я когда учился в университете, помните, как те времена? Я сегодня 69-й год пошел, я выгляжу молодо, потому что сохранился. А вот интересно, у нас один согласник наш ходил и не раз и нас звал. Интересно, вот кто-нибудь ходил из Алма-Аты на Иссык-Куль через 2 перевала? Хотел. Я ходил. А не Вантюгов водил? Не Вантюгов, Лешка? Не Лешка. Махсуд Омаров водил. А я в его квартиру сторожил тогда. Нет. 2 раза ты был? Согласен. 2 раза ты ходил? Нет. Это вот то, что у меня не получилось, мечта, может быть, с детьми отправимся в путешествие. Молодец, он выполнил свою... Вообще, сколько ждали, наконец... Сегодня быть здесь. Чарский. Это такая дыра. Это ядерный полигон, ребята. Давайте. Завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Давайте быстрее все становитесь. Надежные сердце, любовь сохрани. Сердце, любовь сохрани. Всем добрый вечер. Я хочу поздравить. У всех ноли, давайте найдем. Я сейчас немножко Дорогие друзья, сегодня, вернее, позавчера у моего любимого папы был юбилей, 70 лет.
Мне очень приятно, что здесь все собрались, все родные, знакомые, близкие. И все собрались, чтобы поздравить моего замечательного любимого папу, которого я очень сильно люблю. Я тебя поздравляю с днем рождения. Я рад, что ты есть у меня, у моего брата, у всей нашей семьи, потому что с тобой было очень приятно провести всю жизнь. Поздравляю тебя с днем рождения. Мы тебя любим. Спасибо. Все, пожалуйста, выпейте. Что ты всегда был счастлив, Сашка, во всех твоих мечтаниях пусть было Спасибо. Да. Я просто не знаю, как у меня есть. Да ладно. Нет, да ладно. Нет, есть. Ладно, Мама, поздравить дядь Женю, и мы вместе очень давно дружим. Вот, я сейчас собираюсь подарить, я поступил на обучение в рисовании, вот, чуть-чуть горло сорвался. Я поступил в Академию Андреевки учиться рисовать. И вот я дарю работу, свою самую лучшую работу, вот, подписанную, да, нарисована карандашом лично. Курганы темные, солнцем опаленные, и туманы белые ходят чередой. Через рощи шумные и поля зеленые вышел в степь Донецкую парень молодой. Там на шахте угольном паренька приметили, руку дружбы подали, повели с собой. Через рощи шумные и поля зеленые вышел в степь казахскую Жакин молодой. В свое время казахи кочевали с одного угла в другой, и вечно один верблюд оставался без всадника, потому что очень тяжелое время был, голод, жуть. В это время вот эта песня. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас соленые цветы, здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость, а песни довольно одной, чтоб только ладони не петь. Анна Герман. Ты боишь, что здесь издалека многое теряется из вида. Грозовые облака кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым.
радости, в скупые телеграммы. Надежда, мой компас земной, удача, награда за смелость, а песни довольно одной, чтоб только о доме не пелось. Забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не напели. Длинные усталые глаза, синие московские метели, снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде. В небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде. Надежда, мой компас земной, удача, награда за смелость, а песни довольно одной, чтоб только о доме мне пелось. Мой компас земной, а удача, награда за смелость, а песни довольно одной, чтоб только о доме не пелось. Спасибо. Демиля, приз. Прозрачно все в этом мире бушующий, и столько миг, за него и держись. Есть столько миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Есть столько миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует, вечный покой для сытых пирамид, а для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг, а для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Пусть этот мир долетит сквозь столетия, но не всегда по дорогам не с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одни, только мигом одни. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одни, только мигом одни. Вот такая, дорогие друзья, для вас песня. Куда цветы, где же ты жила, мой когда-то, где во мне будившиеся мечты только раз бывает в жизни встреча, только раз судьбою рвется лист, только раз холодный хмурый вечер мне так хочется любить. Ура! Браво! 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 Браво!
Мы воспитаны в разных школах. И все равно прекрасно. Чайничек чай, это крепкая вода. Музыку сыграй, пусть нравится она. На востоке, что-то небо без луны. На востоке, что за жизнь, ведь чай ханы. Что за жизнь, ведь чай ханы. Ой, бывает здесь и тесно, чехана и чудо рай, что песня стала песней, вместе напевай. На востоке, что-то небо без луны. На востоке, что-то жизнь, ведь чай ханы. Что-то жизнь, ведь чай ханы. Идет по кругу, обтекалы смотрят мир. Рады гости, ради дружбы, застолье, но не пир. На востоке, что-то небо без луны. На востоке, что-то жизнь, ведь чай ханы. Что за жизнь, ведь чай ханы. Нам было просто не до отдыха с тобой. Пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра вот он, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в России домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. 4-й год, там нет житья от этих фрицев. 4-й год, аленый пот и кровь рекой. А мне в девчоночку хорошую влюбиться, а мне до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно
не видел маму. Последний раз сойдемся завтра в рукопашной. Последний раз России сможем послужить. А за нее и умереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного. Еще чуть-чуть, последний бой, трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я тогда не видел маму, а я в Россию домой хочу. Друзья, мне дед говорил, что самые стойкие, беззаветные, преданные бойцы — это были казахи. Русские всю войну. Спасибо вам. Поклон до земля, мой дед. И от нас, внуков, последний. Когда эту песню в годах Аксакалы наши акыны пели, песня называется «Сабир Болгун келеді». Это переводчик наш великий в Москве, в Омарага, может спокойно перевести это слово. «Сабир Болгун келеді». Это типа, можно сказать, не построчный перевод, это воспоминание о детстве. Құста болғымы келмейді ау қанаты бар, қанаты бар күмістен жаратылған. Сәби болғым келеді, сәби болғым, сәби жоқ қана
қошағында сәби болғым келеді сәби болғым сәби жоқ ананың құшағында отта болғым келмейді ау жылуы бар кеудемде жыланыңда сәби болып келеді сәби болғым ана сүті аузынан арымаған сәби болғым келеді сәби болғым сәби жоқ ананың құшағында. Вот такая песня шлет вам Акин из Казахстана, дорогие друзья. В 1941 году под Москвой наши доблестные воины панфиловцы под Москвой в окопах пели на домбре Марка Бернеса. Бьется в тесной печурке огонь, на поленях смола, как слеза, и поет не землянки гармонь про улыбку твою и глаза. И поет не землянки гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Вот такое послание, дорогие друзья, солнечный Казахстан. Браво! Наша летнеклубная дискотека. Жакет, ему 17 лет всего лишь. Скоро в армию пойдет. Летнеклубная дискотека, дорогие гости. Солнышко Алмата поздравляет. Доньем поздравляет вас. Генерал Ерлам всех приглашает на танец. Ирика, давайте. Махава, мама. What?